الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. После этого, дорогие верующие, сегодня наша проповедь Нузулю Иса ибн Марьям, алейхиссалям. Второе пришествие Иса ибн Марьям, дорогие верующие, сегодня наша проповедь, мир ему. Иса ибн Марьям, дорогие верующие, является, как до этого мы говорили, уль азми мин ар-русуль, из 5 пророков, которые перенесли трудности в призыв. И он придет, дорогие верующие, вторым пришествием, в последнее время. Это является из признаков конца света. Пришествие Иса ибн Марьям, это является из больших признаков конца света. Первый большой признак конца света является Даджал, дорогие верующие, антихрист. Второй признак является, дорогие верующие, пришествие Иса ибн Марьям. Аллах в Коране сказал нам: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, сура Зухруфи, 61 аяте. В другом чтении Корана, виды чтения бывают в Коране, от Ибн Аббаса, также Муджахида передается: وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ. Алам – это признак, знак. بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ. Тафсир Табари приводится это, дорогие верующие. Адиллату вуджуби, то есть адиллату вуджуди Иса алейхиссалям хайян ил'ан. Довод на то, что Иса алейхиссалям до сих пор живой. Инша Аллах приведем. Однако я'такидуль ягуду ван насара, однако иудеи и христиане думают, что Иса ибн Марьям, он умер. Они думают. Итак, хатта они думают даже вакутиля васудиба. Они думают, что его убили и распяли еще. Ваннаху аль-ан фи идадиль маута. Они его считают мертвым. Каля та'аля. А кто правдивее, чем Аллах, дорогие верующие? Аллах субхану ва та'аля сообщает нам суру Ниса, 157 аяте: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ибн Марьям Расулуллах. То, что они сказали, говорит Аллах, то, что они сказали, мы убили Масиха Иса ибн Марьям. Они говорят, что убили Иисуса алейхиссалям, Расулуллах, посланника Аллаха. Однако они его не убили. Убеждения мусульман какие, дорогие верующие? Убеждения мусульман: فَيَعْتَقِدُونَ فِي مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ. Мусульмане убеждены тем, чем сообщил Аллах в Коране. Аллах нам сообщил, что «Руфья иля самая хайян». Аллах его вознес в небеса живым, но не мертвым. Был убит Закария, был убит Яхья. И теперь это является чудом, доказательство, что Аллах субхану ва та'аля, если пожелает, сохраняет живьем. Это является из му'джизата Иса алейхиссалям. Итак, дорогие верующие, придет Иса второй раз. وَلَا يَزَالُ حَيًّا إِلَىٰ أَنْ يَنْزِلَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَكَمًا وَعَدْلًا. И Иса ибн Марьям до сих пор живой, и он придет в конце времени правителем для кого? Мусульман. Он будет править шариатом, исламом. Ва'адлян, справедливо будет править он. Фаюкассир салиб, он сломает крест Иса ибн Марьям. Ваяктуль хинзир, убьет он свинью. Ваяктуль масиху даджаль, также он убьет кого? Антихриста. Иудеи, наоборот, ждут антихриста. А иудеи, их убеждение Машех, это имеется в виду антихрист. Иса ибн Марьям, наоборот, убьет антихриста, алейхиссалям вассалям. И с иудеями, то есть с Даджалом, антихристом, из города Асфахана, из Ирана, повторяюсь, 70 тысяч будут иудеев. Посланник, саллаллаху алейхи, описывает иудеев, алейхим таласим, он сказал, будет талисманы, обычно черные талисманы, видели, как они носят? 70 тысяч иудеев будут из Асфахана вместе с Даджалом они выйдут. И кто убьет именно Иса ибн Марьям? И именно убьет, кто убьет Даджала, убьет Иса ибн Марьям, дорогие верующие. Итак, وَيَقْتُلُ مَسِيحُ الدَّجَّالِ ثُمَّ يَمُوتُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ. Затем Иса ибн Марьям будет жить, и умрет он обычной смерти, как умирают все остальные пророки.
قال تعالى, Аллах говорит, опровергая, раддан аля ахли китаби каулихим бимот Иса, опровергая о смерти Иса ибн Марьям. Аллах опровергает их, и Аллах говорит, ва каулихим инна катална масиха Иса ибн Марьям, Расулуллах, ва ма каталуху, ва ма салабуху, валакин шуббия лахум, ва инна алладина ихталафу фии лафи шаккин минху, ма лахум бихи мин илмин илля иттиба'a дан, ва ма каталуху якина. بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Сура Ниса 157-158 аятах Аллах сообщает, что они сказали, что они убили Иса ибн Марьям, посланника Аллаха. Аллах говорит, وَمَا قَتَلُوهُ, они его не убили, وَمَا صَلَبُوهُ, они его не распяли, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, им показалось, то есть им показалось их несомнение, они сделали убеждением. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, те, которые спорят насчет Иса ибн Марьям, لَفِي شَكٍّ, говорит Аллах, они сами в этом убеждении, в сомнении находятся. Они сделали его убеждением, однако сомнение, говорит Аллах. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, у них нету знания в этом, إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, предположение только, говорит Аллах. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, 100% убежденно, что они убили Иса ибн Марьям, говорит Аллах. Аллах говорит дальше, баль, наоборот, рафа Аллах. Аллах дает знать, что он над небесами, Аллах его поднял его к себе. Баль рафа Аллаху илейхи, к Аллаху поднял. Вакан Аллаха азизан хакима. И Аллах является, дорогие верующие, всемогущим. Аллах является мудрым. Он может поднять Иса ибн Марьям, будучи живым, без смерти, дорогие верующие. Аллах могущественный. Он сможет без смерти забрать себе Иса ибн Марьям, дорогие верующие. Однако этого не верит тот, кто издевается над Иса ибн Марьям и Олимпиаде, дорогие верующие. Хакима, Аллах является мудрым своими законами, дорогие верующие. Итак, Аллах сказал в другом аяте, в суре Али Имране, 55 аяте. «Идh кала Аллаху я Иса, инни мутаваффика ва рафи'ука илейя». Аллах сказал Иса ибн Марьям. «Идh кала Аллах». Кто говорит? Аллах Иса ибн Марьям говорит, о Иса, инни мутаваффика. Тут некоторые заблудились. Да, 3 мнения есть ученых в этом мутаваффика слове, тафсире, дорогие верующие. Однако более достоверное, правильное, по акиде ахлю сунна валь джамаа, дорогие верующие, инни мутаваффика ва рафи'ука илейя. Я тебя усыплю, говорит Аллах, и тебя куда? Подниму к себе, говорит Аллах субхану ва та'аля, ва рафи'ука илейя, к себе Аллах, говорит, подниму. Аллах дает знать, что Он над небесами, дорогие верующие. Хоть некоторые сектанты этого не верят. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. عيسى ابن مريم حي وقد ثبت في الصحيح, достоверном хадисе пришло от посланника саллаллаху алейхи ва саллям, ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. Он сказал, что Аллах субхану ва та'аля дает знать через пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, достоверном хадисе, что Иса ибн Марьям придет вторым пришествием. Раньше он был пророком, а теперь он придет не пророком, а придет он правителем. Придет он кем? Правителем для мусульман, дорогие верующие. И он будет справедливым правителем. Хакаман ва аддан, ва имаман мукситан. Он будет справедливым имамом. Фаяксиру салиб. Сломает он крест. Ва яктуль хинзир. Убьет он свинью. Ва ядауль джизья. Не будет принимать он выкуп. Выкуп, джизья, налог. Не будет он принимать уже то время, дорогие верующие. Почему? Уже все. Во время Иса ибн Марьям не принимается. До сих пор принимается. Люди присяне, христиане, иудеи и другие люди, огнепоклонники, многобожники могут жить в законах ислама, шариатском правлении, шариатском правительстве, шариатском государстве, если они платят джизья, соблюдая законы. Но после пришествия Иса ибн Марьям второй раз не примутся. Только меч или принимаешь ислам, он скажет. Его закон последний. Итак, дорогие верующие, и он дальше говорится, وَيَدَعُ الْجِزْيَ وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ, также в достоверном хадисе приводится, أَنَّهُ يَنْزُلُ عَلَى مَنَارَةِ الْبَيْدَاءِ, он придет, Манарат аль-Байда, Шаркия, Димашк. Димаск придет Иса ибн Марьям к белым минаретам, то есть мечети белым минаретам. Димаск он придет, Сирия это мечеть. وَأَنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَّالِ, он убьет Даджала где? Не в Димаске убьет он, а убьет он именно в Палестине, Бабилюд называется место. С кинжалом убьет.
И так дальше. وَأَنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَّالُ وَمَنْ فَارَقَتْ رُوحُ جَسَدَهُ. Итак, некоторые от страха будут избегать его. لم يزل جسده من السماء. Извините. لم ينزل جسده من السماء وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره. То есть тут имеется в виду, Ибн Таймия приводит, что некоторые думают, что Иса ибн Марьям его душу Аллах поднял. Нет, это неправильное убеждение понятия. Аллах поднял его душу вместе с телом, будучи живым, он не мертвым, дорогие верующие. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. Аллах сказал о Иса ибн Марьям. Аллах сказал Иса ибн Марьям, что я умертвлю тебя. То есть умертвлю имеется в виду усыплю тебя. Усыплю тебя и также подниму тебя к себе. И очищу тебя от неверующих людей. Раньше неверующие хотели убить Иса ибн Марьям, как убили Закарию, мы сказали. Однако Аллах его избавил этого всего. Далиль аля аннаху лам ю'им бидалика аль-маут. То есть ему не коснулась смерть, дорогие верующие, Иса ибн Марьям. إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين. Если была бы смерть, он был бы похоронен, его тело было бы похоронено, дорогие верующие. Его тела нету на земле, как у других пророков и верующих людей, однако Аллах его забрал и телом, и душой, и будучи живым. Итак, فإن الله يقبض أرواح ويعرج بها إلى السماء فعلم أنه ليس في ذلك خاصية. Итак, мы знаем, тут нету такого особенности указа. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. И также Аллах сказал, мы тебя очистим от тех людей неверующих. وَلَوْ كَانَ قَدْ فَارَقَتْ رُوحُ جَسَدُ لَكَانَ بَدَنٌ فِي الْأَرْضِ كَبَدَنِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ. Как мы сказали, другие пророки, как праведники, другие умирают, в таком же положении был бы Иса. То есть его тело было бы похоронено. Однако его тело не похоронено, дорогие верующие, в этом мире, то есть на этой земле. И Аллах сказал в Коране, суру Ниса, только что мы приводили вам, وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا, они его не убили, не распяли, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, им показалось, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, те, кто спорят насчет Иса ибн Марьям, لَفِي شَكٍ, Аллах сказал, они сами являются сомнением, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, у них нету знаний насчет этого, إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, кроме как они следуют предположениям своим, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, еще Аллах добавляет, убежденно, говорит Аллах, что они его не убили. Баль рафа Аллаху илейхи, Аллах его поднял к себе. Вакан Аллах азизан хакима, Аллах сказал. Факаулу хуна, баль рафа Аллаху илейхи, то, что было Аллахом сказано, что Аллах его поднял к себе, выявляется, что Аллах его поднял. Юбайну анну рафа баданаху ва рухаху. Аллах поднял его тело и его душу вместе. كما ثبت في الصحيح, как пришло достоверно в хадисе сахихи, أنه ينزل ببدنه وروحه, что Иса придет своим телом и также своей душой, дорогие верующие, он придет второй раз пришествие. وما قتلوا وما صلبوا. Было бы сказано, وما قتلوا ولا, и было бы сказано, говорит, إذ لو أريد موته, если была бы смерть у него, لقال وما قتلوا وما صلبوا بل مات, сказано было бы. То есть он умер, сказал бы Аллах субхану ва та'аля, однако Аллах этого не сказал. ولهذا قال من قال من العلماء إني متوفيك, то, что было сказано в Коране, что Аллах говорит, я тебя усыплю, أي قابضك, я тебя заберу, أي قابض روحك وبدنك, я заберу твою душу и заберу твое тело вместе. Юкалу таваффейту аль-хисаба вастаффейту, арабы говорят, я исполнил сполна, имеется в виду расчеты. Валафзу таваффи ай ла якди нафсу таваффи руху дун аль-бадани. Не бывает, говорит, душа без тела, если это имеется в виду слово таваффа. Вала таваффихма джами'ан илля бикалинтин мунфасиля. Кроме как вместе, говорит, бывает, говорит, только вместе бывает. Вакад юрада бихи туафия ном. Иногда имеется туафия, ном бывает, как мы сказали, сон. Аллаху ятаваффаль анфуса хина маутиха. Аллах субхану ва та'аля забирает наши души тогда, когда мы засыпаем, имеется в виду хина маутиха. Маут тут имеется в виду, то есть наш сон является половина смерти, имеется в виду. Нашу душу Аллах забирает и возвращает обратно его. В 42-м аяте суры Зумари приводится. В других аятах суры Ан-А'ами, 60-м аяте приводится. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Аллах субхану ва та'аля усыпляет вас
ночью, говорит Аллах, это вафакум биллей. То есть переводит еще умерщвляет, но тут имеется в виду маленькая смерть. Маленькая смерть это сон. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ. И Аллах знает то, что вы делаете днем. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ وَتَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا. Когда вам приходит смерть, Аллах забирает, говорит, своих посланников. Тут имеется в виду опять же, что Аллах посылает своих ангелов. Аллах забирает нашу душу и возвращает ее обратно, так же, как мы сказали, это сон. Сифату нузуль. Теперь говорим, дорогие верующие, о описании, ниспослания Иса ибн Марьям. Уамахаму, его роль какая, когда он придет второй раз. Иса ибн Марьям, когда придет второй раз, его роль очистить эту землю от нечисти антихриста и его последователей. Очистить от нечисти, от многобожия эту землю. Бада хуруджи даджал. Тогда, когда придет антихрист, вайфсады фил арды, когда будет на земле деспотизм, несправедливость, придет Иса ибн Марьям. Ябаатуллаху Иса ибн Марьям алейхиссалам лияктуля. Аллах его посылает, чтобы убить этого даджаля. Ваяхкуму бил кист, чтобы править справедливо. Ваяктулу хинзин, убьет он свинью, ваюксиру салиб, и также сломает он крест. Ваяуммуль хайра. И так будет распространяться благо, дорогие верующие. В хадисе Навас бин Сам'ана приводится описание его пришествия Иса ибн Марьям. Он придет на крыльях ангела, двух ангелов сказано. Придет он на двух крыльях ангелов. Когда будет даджал, Аллах посылает кого? Иса ибн Марьям, как мы сказали. Он придет в Дамаск, белой мечети. Туда он придет, туда спустится Иса ибн Марьям. Не другие страны. Один мне звонит и говорит, у нас тут появился в Бельгии Иса ибн Марьям. Другой говорит, на Кавказе появился. Другой говорит, в других местах появился. Нет, знаете, он лжец является. Адрес Иса ибн Марьям, куда он придет? В Дамаск, Манарту Байда. Белые мечети, дорогие верующие. Знаете, даджал откуда выйдет? Из Асфахана, Ирана, дорогие верующие. Не обманывайтесь, знайте хадисы. Не обманывайтесь даджалами, дорогие верующие. Итак, придут два ангела. То есть у него будет всего с головы падать, маленькие капли будут падать, как маленькие дождики будут прокапать с его головы, из его волос. Иса ибн Марьям спустится на ангелах, как будто на четвереньках. Не на четвереньках, почти на четвереньках. Будет он над крыльями ангелов, двух ангелов Иса ибн Марьям. Итак, и он будет искать этого даджала. И он его встретит где? Там, где есть, называется, место в Палестине, Бабилют называется. Проход или селение Бабилют. Затем придет Иса ибн Марьям, убьет он даджала. Итак, Иса ибн Марьям, и придет народ, который будет следовать за Иса ибн Марьям, который Аллах спас от этого даджала. И он почистит их лица. Те, кто не следует за антихристом даджалом, и он скажет, кто стоял стойко на имане в исламе, и он скажет о их степенях в раю. Так что не следуйте сегодня тоже, дорогие верующие, до антихриста. Не следуйте за даджалом, дорогие верующие. Стойко нужно проходить, просим Аллаха стойкости имани в исламе. Инни, он скажет, тогда, когда он сообщает их степенях в раю, о Аллах, даруй нам степени в раю. Инни кад ахраджту ибади. Аллах скажет, я вывел своих рабов, Аллах скажет. Ла юдану ли ахадим бикитали. То есть не будут они похожи в борьбе. Фахарриз ибади иля тури. То есть возьми моих рабов, скажет Иса ибн Марьям, Аллах скажет ему, возьми моих рабов, Тури Синай, гора Синай, Египте, чтобы он спрятался с его рабами Аллаха, покорны ему одному. وَيَبْعَثَ اللَّهُ يَأْجُوجَ مَأْجُوجَ. В то время Аллах испускает, то есть посылает кого? Я'джуджа Ма'джуджа. И они будут скрываться за горами, их будет мало. Ахраджу Муслим, приводит имам Муслим в своем сборнике. Также Абу Хурайра приводит другой хадис, что посланник саллаллаху алейхи сказал: «Валлади нафси биеди, клянусь, чьей длани моя душа, лаюшиканна янзиля фикум ибн Марьям, хакаман аддан».
Клянусь, чьей длани моя душа, что непременно, вот ближе к вам придет Иса ибн Марьям. Будет он правителем, справедливым, он сказал. Фаяксиру салиб, и он сломает крест, убьет он свинью, и также не будет принимать он выкуп. Ваяфидуль маль, то время много будет имущества. Хатта аляхбалу ахад, никто не будет принимать имущество. Хатта такуна саджатан вахида хайру мина дунья вама фиха. Суджуд один будет лучше в то время, смотрите, какое это поклонение, намаз. Лучше, чем этот мир, то, что в этом мире. Сумма якуль Абу Хурайра затем приводит хадис посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Вакрау ин ши'тум», если желаете, прочитайте аят Корана. «Ва им мин ахлил китаби илля ла юминунна бих кабля маути, ва яум аль-киямати якуна алейхим шахида». В суре Ниса, 159 аяте говорится, что люди Писания, христиане имеется в виду, «Илля ла юминунна бих», такила Аллах привел, что люди Писания уверуют в Иса ибн Марьям. То есть уверуют как? Единобожьим уверуют. Последуют как за пророком, не как за Богом, как они обожествляют сегодня некоторые. Нет, последуют как за пророком, последуют за шариатом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи саллям. Они уверуют в него должным образом, то есть исламом уверуют. Кабля маути, до смерти Иса ибн Марьям. ويوم القيامة, в судный день, якуну алейхим шахида, он будет им свидетелем. Также тафсир делает Абу Хурайра этому аяту: бианна мин ахли китаби ман саю'мину бихи алейхиссалам кабля маути. Люди Писания уверуют в Иса ибн Марьям до его смерти. То есть Иса ибн Марьям они уверуют, имеется в виду, опять повторяюсь, пророком, исламом. وذلك عند نزوله عليه السلام آخر الزمان, это в конце времени. Также приводит Абу Хурайра ради Аллаху анху, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-анбия ихватуль аллат». Пророки являются братьями одного отца. У них одни отцы, то есть отец, все братья они с одного отца. «Вадинухум ва уммухатухум шатта», он сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, матери у них разные, отцы у них одни. «Вадинухум вахид», у пророков религия одна. Нету другой религии, кроме религии Аллаха. «Ва-ана ауля наси би Иса ибн Марьям». Я самый близок к Иса ибн Марьям, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чем другие. «Лианнаху лам якун байнаху ва байни набийюн», потому что между мной и Иса ибн Марьям не было пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ва иннаху назиль», он придет пришествием. «Фаюлику Аллаху фи замани масиха даджал», Аллах погубит даджала, антихриста в то время. «Ватакау аль-аманату аль-арди хатта тарта аль-усуду ма-аль-ибн». В то время будет безопасность до такой степени на этой земле, что львы будут пастись, то есть гулять, пастись вместе с верблюдами. «Ваннимару ма-аль-бакари», также тигры будут пастись вместе с коровами. «Ваддиабу ма-аль-ганам», волки будут пастись вместе с овцами. «Ваял'абу сибьяну биль-хайят», дети будут играться змеями. «Ла тадуррухум», они не будут вредить друг другу. До такой степени безопасность, дорогие верующие. Хадис передал нам имам Ахмад в своем сборнике. Также Абу Хурайра приводит, что посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, скажите: «Кайфа антум ида назаля ибн Марьям фикум ва имамукум минкум». Как вы будете себя вести тогда, когда Аллах пошлет Иса ибн Марьям вторым пришествием, а имам будет из вас, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Иса ибн Марьям поставит из нас имама. Не себя поставит, а из нас имам. Это тоже является большая сунна, дорогие верующие. Также хадис Джабира приводится, дорогие верующие, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, Джабир бин Абдуллах говорит, что я слышал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ла тазалу таифату мин уммати юкатилуна аль-хак захирина иля яум аль-кияма». Не перестанет община, группа, таифа, имеется в виду из моей общины, юкатилуна аль-хак, будут бороться они за истину. Захирин, они будут видны, позиции будет за шариат у них, дорогие верующие. Иля яум аль-кияма, до судного дня. Фаянзиль Иса ибн Марьям, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в то время придет Иса ибн Марьям. Фаякуль амирухум, ихня амир скажет: «Та'аля салли лана», иди помолись с нами. То есть помолись имаму Иса ибн Марьям, он скажет: «Нет, инна ба'дукум аля ба'диль умарау». Вы должны быть амиры среди вас. То есть не приходит: «Я поставил амира и амир вам». Нет, вы сами избираете амира среди вас, дорогие верующие.
Иса ибн Марьям учит нам сунну посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, шариат. А мир должен быть из вас, он сказал. Такриматуллахи хадиль умма. Это почтение этому общению, он сказал Иса ибн Марьям, в хадисе Муслима, дорогие верующие. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Дорогие верующие, муддату бакаи фил арди ба'да нузули. Может, каждый из вас задает вопрос, а сколько будет Иса ибн Марьям тогда на этой земле вместе с нами? Иншаллах. Сколько будет? Каждый задает такой вопрос. И посланник Аллаха отвечает, не мы отвечаем, потому что эти вопросы сокровенные. Будущее мы не знаем, тайное мы не знаем, дорогие верующие, то, что Аллах скрыл, но нам сообщает пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи от Аллаха, дорогие верующие. Аби Хурайра приводит хадис посланника, саллаллаху алейхи. Пророк Мухаммад сказал, «Фаямкуту фил арди арба'ина сана». Он будет 40 лет. 40 лет. Ему сейчас 33. Тогда, когда Аллах его поднимал в небеса, ему было 33. Спустится он, будет 33. «Фаямкуту», сказал посланник, саллаллаху алейхи, прибудет он на этой земле арба'ина сана, 40 лет. «Сумма ятаваффа фаюсалля алейхи муслимун». Затем он умрет обычной смерти, как люди умирают, как пророки умирают, и за ним будет делать джаназа намаз, мусульмане похоронят его. Алейхиссалату вассалям. Хадис приводит имам Ахмад Абу Дауд. Итак, получается, Аллаху а'лям, 7 лет. Аллаху а'лям, 7 лет, получается, он будет с нами на земле. وجاء في صحيح مسلم, также صحيح مسلم приводится حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود. Аллах посылает вторым пришествием Иса ибн Марьям, как будто он Урва бин Мас'уд. فيطلبه فيهلكه. Он его будет искать, имеется в виду Даджала, он его убьет. ثم يموت الناس ثم يمكث الناس 7 سنين. Затем будут люди жить 7, имеется в виду 7 лет будут они жить. ليس بين اثنين عداوة. Не будет между двумя людьми вражды. Представляете? Не будет креста, не будет свиньи, не будет джизья, не будет между людьми вражды, говорит посланник, саллаллаху алейхи. Итак, дальше посланник Аллаха сообщает нам, ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. Аллах пошлет со стороны Шама прохладный ветер. И этот прохладный ветер что делает? فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. Не останется ни одна душа, у кого есть хоть на пылинке частицы имана или добра, сказано в хадисе имана, добра, не останется на земле, и этот ветер заберет его. Бывает слегка насморк. То есть прохладный ветер продул, бывает сквозняк. Сквозняк, хорошо поймете, да? Сквозняк, маджрагава называют арабы. То есть, и так человек этим ветром умирает. Кто? Верующие мусульмане умирают. Остаются худшие люди на земле. Почему мы призываем к лучшему в Коране и Сунне? Да потому что худшие только увидят судный день. Потому что худшие увидят разрушение этого мира. Итак, посланник, саллаллаху алейхи, сообщил нам в Сахихе Муслиме это. وقد أشكل هذا على بعض العلماء. Некоторые ученые в замешательстве. وحاول بعضهم جمع بين الحديثين. Некоторые ученые старались джам'a сделать между двумя хадисами. Имам Ибн Касир говорит, ويشكل بما في رواية مسلم أنه يمكث في الأرض 7 سنين. И люди замешательства ученые. 7 лет, что ли, он будет Иса ибн Марьям между нами. اللهم إلا أن تحمل هذه 7 على مدة إقامة بعد النزول. Аллахума, быть может, это после его ниспослания, второй раз пришествия его, дорогие верующие, 7 лет. بعد نزوله, тогда, когда он придет. فيكون ذلك مضافا لمكثه بها قبل رفعه إلى السماء. То есть 33 он прибавит на 7, это будет 40. فعمره إذ ذاك 33 سنة بالمشهور. У него было 33 года, это известно, и так прибавить 7, это будет 40 лет. И он умрет, получается, Аллаху а'лям,
40 лет, то, что сообщается в риваятах, мы верим в риваяты. Ан-Нихаяты фил-Фитан валь-Малахим, книги приводятся, дорогие верующие. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля, дорогие верующие, стойкости на этом религии, на этом имане, на этом тавхиде, на этом исламе, на Коране и Сунне. Просим Аллаха ثباتا حتى الممات. اللهم ثبتنا على هذا الدين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أنت أختم الصلاة.